Не скажу. Сейчас вопрос. Микрофон возьми, не слышно ничего, да. Алло, здравствуйте, это снова мы? Ну вообще мы не занимались этим. Оно поднялось само, оно против нас. Мы не пришли в ирландские танцы пришли к нам. Ирландские танцы пришли ко мне. Сначала была музыка, потом была Оля в Щёрде, которую мы пытались снимать танцы. Я, по крайней мере, зарисовывала книжечку положений ног. Узнала о ирландских танцах, когда меня пригласила моя подруга посмотреть на выступление в Визарте. То есть первый раз я видела ирландские танцы в Визарте. До этого я их очень долго искала, потому что мне очень хотелось приблизиться к ирландской культуре. А если еще возвращаться назад, я начала увлекаться сначала мифологией ирландской. Мне очень нравились мифы и легенды Ирландии, сама природа Ирландии. То есть меня все, что именно с ней связано, это и увлекало. Ну, все начиналось, как обычно, как у всех. Увидела шоу Майкла Флетта «Ни с того ни с сего». Не знаю, как у меня это вдруг руки нашли в интернете. Посмотрела, в итоге ходила очень много недель, стучала ногами, я хочу так же, говорила. Вот. Ну, мама взяла меня на слабо, сказала, ты ни за что никогда не запишешься на ирландские танцы. Ну, в итоге я все-таки записалась, нашла, где это у нас в Нижнем есть. Записалась к замечательному человеку, Лене Щербаковой. Вот, до сих пор мой самый любимый тренер. Вот. И, собственно, я теперь ирландская танцорша. Ирландские танцы я видела первый раз далеко в детстве. Вот. Ну, там риверденс и все дела, наверное, как многие. Вот. И, в принципе, попала на ирландские танцы я случайно. Когда пришла тоже чисто случайно пришла на концерт. Вот. Там танцевали девочки в зеленых юбочках. Вот, я посмотрела, подумала, прикольно. Ну, что, думаю, мне там делать на ирландских танцах? Вот, а потом решила пойти на набор и тянулась. Я посмотрела на выступление Шинахов. Вы что-то танцевали, что-то шестером, в красных платьях. Такие красивые. Я подумала, что, боже мой, какие вы ровные, какие вы синхронные. Как вы можете делать эти невероятные движения? Как вообще это возможно? И сколько нужно заниматься для того, чтобы такое сделать? Отлично. Чтобы раз так, и станцую что-нибудь их народное. Они... Они начинали заниматься на биофаке, вот, а у нас в это время у вечерников как раз занятия были, вот, я жутко им завидовала, и когда я в конце концов закончила учиться и смогла по вечерам ходить туда, куда мне хочется, вот, я пошла на ирландский танец. Мой друг привел меня однажды на День Святого Патрика. Я смотрю, девчонки зажигают. Думаю, как же так? А я-то не знаю. И прям мы с ним поспорили, что я через год буду танцевать на Дне Святого Патрика. Вот и пошла, нашла школу, шила. Ты как, будешь? Будешь? Конечно. Меня привел прямой путь. Ноги ракунсы. Ноги ракунсы? Ноги, запятая, ракунсы. Ты. И я. И ты. О, боже. Ты тогда писал так. Блин, ни хрена себе. Как это вообще можно станцевать? И поэтому ирландцы, как единственный, по мнению самого Фрейда, не поддающийся психоанализу народ, в жопу крушат все это. Благодаря чему? Благодаря алкоголю и слишком быстрому движению ног. Слышала о том, что есть такая музыка чудесная, ирландская. Услышала я на фолк-вечеринке, и там играли некие Ракунс, совершенно неизвестные на тот момент люди. Посмотрела я на них, послушала, побесилась в толпе, поняла, что ничего не уметь очень некрасиво. А некоторые показатели выступлений очень даже красиво на самом деле смотрелись. Подумала, хочу так же. В России очень сильно забыта русская культура. То есть сейчас у нас народной русской культуры как таковой нет. А кто говорит, что в Нижегородской области нет культуры? Пожалуйста. Они веселые, народные, красивые, музыка у них очень радостная. Мне кажется, россиянам этого очень не хватает. Какие ирландские танцы? Ирландские танцы для меня это все. Если ирландские танцы мешают работе, то нафиг такую работу. Для меня это друзья, для меня это
большая часть вообще моей жизни, вне рабочей и там вне учебной. Для меня ирландские танцы — это проездной билет в Нижегородскую область. Например, сегодня ирландские танцы завезли меня в Иксу, когда бы я еще съездила в Икс. В основном это общение. Это мои друзья, которые ходят со мной в ту же школу. Я про это постоянно говорю, потому что общение в танцах — это очень большая часть удовольствия. Ох, это образ жизни. Образ жизни. Это полет мыслей. Это обратная сторона души. Это тайный помысл сердца. Это потрясающие танцы, они объединяют народы всех континентов. Опаздываешь ты навстречу, можно лететь лёжком или променадом. Правильно? Правильно. Главное никого не сшибать. Вот. Что-нибудь там не ладится с друзьями, можно их взять в Крисмас и покружить. Они будут довольны и совершенно не будут ждать вас. Чисто с психологической точки зрения, это очень уравновешивает человека, становится жизнерадостным, он не боится трудностей. Как-то раз я пыталась, не то чтобы их бросить, но длительное время они выпали из моей жизни. И они начали мне сниться, я поняла, что я без них не могу. Многие говорят, что ирландцы безалаберные пьянчуги, которые не могут ни работать, ни, не знаю, ни вообще социализироваться так или иначе. То есть вы сейчас хотите, чтобы я это отрицала? Я пытаюсь узнать, правда ли это и влияют ли ирландские танцы на социальную обстановку в вашей группе. Начали вы больше ненавидеть англичан, стреляете вы по воробьям из рогаток больше, или все же, не знаю, предпочитаете больше темное пиво светлому. Какие-то повлияло вот в жизни ирландские танцы, или это осталось хобби? Я могу постоянно... Ирландские танцы — это образ жизни. Как я уже говорила, они лишили меня жизни. Изменило мои ноги, это изменило мой мозг, это изменило мой круг общения, это изменило проведение свободного времени. Я стала худеть чаще. Примерно раз в 3 месяца. Периодически, перед фэшн. Периодически худею. Ну и в промежутках тоже. Только ты начал танцевать ирландские танцы, ты уже не можешь от этого никуда деться. Ты не можешь их бросить, ты не можешь просто уйти и заняться какой-нибудь сальсой. Я стала более раскрепощенной, более открытой к людям, мне стало как-то легче вступать в контакт с людьми. Да, у меня появилось больше гомосексуальных фантазий. Я теперь дома танцую, а соседи ругаются, да, ругаются. Знаете, все-таки танцы жесткого были, такие громкие танцы. Иногда сверху соседи ругаются, иногда снизу. В общем, я очень много узнала и про наш город, и про людей, которые здесь живут. Особенно очень рада, что познакомилась с девчонками, с нашими учителями. Вообще, девчонки супер. А в ирландских танцах мне нравится грохот. Там, в общем, прыгают все, ногами дрыгают. Да. А мужчинам что важно? Хорошие ноги, красивые. Да, им вы что не важно совсем, что в голове. А, нет, знаешь, что мне не нравится? Вот эти долбанутые дебильные парики. Вот это вообще идиотизм какой-то. Что за ирландская афро? Откуда, во-первых, это берется? Что это такое? Что это? Напали на овцу? Где это взяли? Это вообще не выглядит как... Не похоже на человека. Что это такое? Там антенна замаскирована. Зачем эта херня нужна? Ужасно вообще. Отвратительно. Что-то вот коррелирует такое внутри. Когда начинаешь этим заниматься, у тебя начинает получаться, и все, это бацилла. То, что ирландские танцы, они такие забавные, веселые и... Сложность движений, вот эти вот схемы логические, нужно постоянно запоминать, куда ногу в следующий раз нужно девать, какие шаги следующие. И, в общем, вот это ломание мозга, это мое самое любимое, очень люблю запоминать схемы. Дух коллективизма, наверное. Они как-то подходят, наверное, мне по драме, не знаю, что просто веселые, беззаботные, не знаю, как я их воспринимаю. Настроение музыки. Вот она
начинает играть, и сразу как-то понимаешь, что да, ноги уже сами пляшут, вообще даже если движения не знаю. Мне они нравятся. Техникой, музыками. Техникой. Из-за музыки я люблю еще танцы ирландские. Музыка мне очень нравится. Веселая, зажигательная, нога грустная. Это вот музыка, которой иначе двигаться просто невозможно. А не двигаться тем более невозможно. И пускай я сейчас там не танцую ирландские танцы. Музыка, она все равно внутри меня. Я не могу, я каждый день с ней просыпаюсь. Я слушаю каждый день. Пускай это разные вещи, она живет вот здесь вот. А вот до этого ее здесь не было, очень не хватало. Я остался на ирландских танцах только потому, что мне понравилась музыка. Многие говорят, что ирландская музыка — это очень скучно, заунывно, нудно и так далее. Например, если взять моих родителей, они просто этого не понимают. Лично для меня ирландская музыка, она выражает вот эти вот легенды ирландские, ирландскую сказку, не знаю, вот эти переливы, скрипки, флейты, вистлы и прочие волынки, соответственно, да, это не только шотландские танцы, также арфы. Ирландские танцы во всякой по все услышат рим. Можно под все что угодно танцевать трешками. Главное, чтобы голова отсчитывала нужное количество тактов и все. То есть, если у меня диск Верки Сердючки, и я где-то застрял на вокзале... Отлично! С этого и танцы под Верку Сердючку пойдут прям самое то. Хорошо. Пам-пам-пам-пам, тарарам, пам-пам-пам-пам-пам-пам, тарарам, пам-пам-пам-пам-пам-пам, парарарарам, пам-пам-пам-пам, парарарарам. Нужен ритм, ирландские танцы, это же ритм. Но на самом деле я больше люблю танцевать не под ирландскую музыку. Есть много других интересных музык, вот, например, рок-музыка, вот под хард-рок, как интересно потанцевать, это особенно жесткой обуви, как пошел там, вот так. Когда спрашивают, сколько ирландских танцоров, первый ответ, когда приходит в голову, 8. Иногда и где-то много. В двух путаешься. 8. И я объясню почему. 2 ноги нужны для того, чтобы одевать на них эти специальные тапки с железными штучками. 2 ноги нужны для того, чтобы одевать на них, ну, какую-то другую обувь, которая ходит по улице. 2 ноги нужны... Вот мы одели на 2 ноги тапки, а другими 2 ногами, уже получается 6 ног, мы танцуем. И 2 ноги нужны человеку, чтобы он не был инвалидом, потому что что это за человек без 2 ног? Нисколько. Потому что он все равно их либо застрет, либо порвет, либо пропьет. Чем больше, тем лучше. Это определенно. Они же теряются, да. Запасные, они ломаются. Теряются, забываются. С них крадут балетки. А ты понимаешь, ног всегда не хватает. Это вот как газ, который заполняет весь предоставленный ему объем. То есть ног на самом деле всегда мало. Хочется еще ног, больше ног. По максимуму. Ног. Ног. Да. Всегда больше ног. Всегда больше ног, да. Это должно быть, я считаю, нашим девизом. Больше ног. В шинах больше ног. Если представляешь, знаешь, такого человека да Винчи, у которого 4 ноги, я думаю, вот попёрло-то где. Может возникнуть ошибочное такое мнение, что все есть, и ты можешь быть там мега богатым, даже пришить себе эти ноги. Но их всегда будет мало, но пришьешь ты 2, а тебе еще нужно, еще, понимаешь, это порочный круг какой-то. И вот ты живешь с этой мыслью, что тебе постоянно чего-то не хватает. Рук, ног там. Ну, иногда вот танцуешь танцы, понимаешь, что мозгов не хватает, оперативка заполненная, понимаешь, я вот там сегодня выучить больше не могу, я просто не запомню. Вот не хватает еще мозгов, там, рук, ног. И ты должен жить вот с этим как-то, и ты это вот постоянно недовольство собой не толкает в прогресс человека. Оно заставляет его двигаться вперед. Не останавливаться на стыке. Не гордись для собой, у тебя еще 2 ног нет. 4. Достаточно. Достаточно. А если меньше? Тоже можно, но недолго. 6. 8. Все. Много ног. Очень много ног, да. По секретным подсчетам 42. Все не назову.
Начиная там правое, левое, переднее, заднее, внутреннее, внешнее, опорное, свободное. Правильное, неправильное. Правильное, неправильное, лишнее. И все равно не хватает. А много ли ног надо для того, чтобы научиться танцевать? Чем больше, тем Например, лучше. если человек с одной, как ему потерял в кораблекрушении? Не запутается. Не запутается, у него будет одна нога очень Ему будет удобно. проще, да. Ему будет проще. Люди одноногие, приходите к нам, номер внизу сейчас высветится и сайт. Вот. Ну, как минимум 40. 40 ног, да? Да. Ну, не у каждого человека, согласитесь, не у каждого Ну, человека. это развивается. Со Ага, временем, да, вырастают ноги. Да. Но что касается, собственно говоря, ног, их не нужно жалеть. Не Их нужно нужно жалеть танцевать ног. и стирать до колен, до локтей. Вот. Ну, там что-то их много. Ну, от десятка, наверное. Я считаю, что это должно быть парное количество. Но желательно, ну, где-нибудь штук 100 точно. Вот так, на всякий случай. То есть вот сначала одну пару, там через неделю еще одну, через неделю еще одну. Вот, чтобы они уставали, были красивыми, высоко прыгали. Одна. Можно больше, но одна точно нужна. Меньше как-то вот совсем плохо. Если бы их было больше, я бы запутался окончательно. Достаточно 2 ноги, мне кажется. Именно ими человеку может показать все. 2. Я считаю, что все-таки 2. Потому что то, как вот мы танцуем, потому что много знакомых видела, они сначала не понимают, сколько там действительно ног. Вот. И от этого кайф. То есть ты понимаешь сам, что у тебя сейчас тут только 2 ноги, а люди видят их гораздо больше. Я думаю, 2 ног вполне достаточно. Мы же как-то справляемся с этим. Ну, мне больше нравится танцевать в коллективе, поскольку все-таки я не Джин Батлер, чтобы сольно танцевать там на сцене. Вот, как-то вот именно коллективный дух мне нравится. Башка. А вы тоже нет? И сейчас мне больше нравится заниматься, конечно, сольно. Выступать сольно, и вообще хотелось бы сольно. Вообще я больше люблю танцевать соло, потому что, например, на соревнованиях ты не боишься, что ты подведешь партнера. А если танцевать просто на концерте, то, конечно, мне нравятся парные танцы, социальные танцы, светка наша. Я танцую на столе. Я вот попробовала народное. Осталась очень довольна ими. Для меня лучше танцевать в коллективе. Для меня важна поддержка плеча мужского. Тебе больше нравится танцевать сольно или в коллективе? В коллективе. Почему? Ну, там девушки. Заставить себя работать. Это самое сложное. Все остальное преодолимо. Там тут сложно есть. Время найти самое сложное. Я не повышаю настроение, поэтому о сложностях говорить сложно. Для меня лично самое сложное смириться с тем, что мне 13 лет, и я не могу посвятить этому больше времени, больше усилий, заниматься серьезно. Я понимаю, что для меня сейчас это хобби, которое, может быть, поддерживает меня не в самой плохой физической форме. Вот. Но я очень сожалею, что я никогда не буду в параде чемпионов. Самое сложное — бороться себя. Бороться себя в какой-то момент, когда все надоедает, когда тяжело, когда чувствуешь, что есть планка уж, которую не прыгнешь. И когда сам себя заставляешь понять, что планки-то это не существует, что ты ее нарисовал сам. На самом деле ты все можешь сам делать. Наверное, сами тоже в ирландских танцах делают все одинаково со всеми. Невозможно. Хотя очень хочется. Правильно приземляться. Ой, Он прав. Сливать. Во что? Танцевать. А самое сложное в ирландских танцах вот считать в голове вот это вот туда-сюда, 2-3, туда-сюда, 2-3, 2-3, 2-3, сюда-сюда. Это геморрой. Невозможно одновременно танцевать и считать, потому что иначе бы Эйнштейн танцевал. Левую ногу от правой Техника. Постановка ног.
Я честно думала, что в ритм попадать. Сегодня меня Наташа похвалила, сказала, что я идеально в ритм попадаю. Для меня это было откровение. Для меня самое сложное — это отсутствие растяжки. Не знаю почему. Лично мне кажется, что это действительно очень сдерживает человека, когда он не может правильно как-то натянуть носок, или сделать там бабочку, тянуть ноги в разные стороны, или махнуть ногой. Ну, также, естественно, нужно держать корпус в очень таком прочном состоянии. Вот, это сложным является. Все остальное, эмоции, они идут из души. Если человек не может сделать улыбку на лицо, это означает, что что-то внутри у него задерживает эти эмоции, которые выражают через танец. Много, наверное, всего сложного, и сложно заставить себя иногда как-то самоорганизоваться и заставить себя тренироваться, когда у тебя болят ноги, не хочется. Вот. Но потом в результате приходишь на занятия, и как-то все это отходит на второй план, и уже втягиваешься, танцуешь. Научиться танцевать. Но если ты пьяный, как ирландцы танцуют, они пьяными все танцуют, это ничего сложного. Научиться танцевать трезвым, вот. Ну, начинается. Первое, что вообще вспоминает, как бы сказать, неподготовленный обыватель, это он говорит: ирландский виски, ирландский эль, и еще вы, значит, тут танцуете что-то. Что касается меня, я стала больше пить с тех пор, как познакомилась с ирландской музыкой. Потому что музыка пришла в мою жизнь раньше, чем танцы. Потому что когда ты сидишь на концерте, и у тебя душа распахивается, а танцевать ты еще не умеешь, тебе же надо что-то делать, и ты пьешь. А когда ты танцуешь, нужна некая концентрация, сосредоточенность. И когда ты пьешь, это невозможно. Поэтому с танцами я пить стала меньше. Нет, это просто нелогично, невозможно. Потому что я стал заниматься ирландскими танцами, потому что я пью. Спирт еще не спился. Как это можно заметить? Когда вы не трезвые, это как язык. Вы говорите все, что у вас на уме, а когда вот вы танцуете не трезвые, вы танцуете все, что вы знаете. Это лучше. Кстати, вы часто танцуете? Нет. Ирландские танцы не заставили вас? Заставили. Ну просто не всегда кормят, иногда поют. Они заставили полюбить не только темное пиво, но и светлое тоже. Водку, Красное. виски и вообще все. Как же не пить на танцах-то? Ирландские танцы выступают объективной причиной, потому что возможно стало больше. Я стала больше рекламировать алкоголь, это да. А вы много пьете? Пьете? Нет. Нет. Это потому, что они занимаются меньше года ирландскими танцами. Хотя я не могу сказать, что я стала прям вот резко больше пить, занимаясь ирландскими танцами, но в коллективе Шинах это как минимум веселее. С тех пор, как я пришла на ирландские танцы, я стала все-таки где стало больше, это лучше. Алкоголь, ирландские танцы, потом другие живые организмы появлялись в результате этого всего. И уже все начали танцевать. Все-таки о кашинах. Если честно, я практически не пью. Так что нет, алкоголь нет. Мое мнение, пить нельзя. Но главное, чтобы это было не во время тренировок, а после. Меня окружают прекрасные люди, которые всегда мне помогали и до сих пор помогают, и их становится все больше, и это не может оставлять меня равнодушной. Сейчас из этих людей состоит весь мой круг общения, вот без преувеличения. Меня очень трогает то, что даже когда люди уезжают в другие города, они продолжают про нас помнить, и это как бы уже не единичные случаи. Это радует. Значит, людей что-то цепляет, то есть они чувствуют вот эту связь. Но ведь Шинах это больше, чем просто обычная танцевальная школа. Да, Шинах это семья. Второй дом. Это тусовка в хорошем смысле этого слова. Тусовка, где я чувствую себя своей, где я чувствую себя человеком, чего-то достигшим. Все это мне дало много друзей. Совершенно неожиданно. Общаюсь до месяца с нормальными людьми, больше танцорами. Мне очень нравится коллектив, люди, которые прям участвуют в этом мероприятии, поэтому очень приятно ходить сюда.
А самое главное, такой круг общения свой, замечательный, вообще очень креативный во всех смыслах. Копались на сегодняшнем сне, вообще не знаю, без куда более. Что делать? Мне очень нравится сам коллектив, сами люди, потому что они очень веселые, очень открытые, действительно, вот, от них очень много что можно получить. Эмоционально получаешь очень многое, заряжаешься от самого коллектива, становишься сам уже каким-то движухом в голове. Мы все реально на одной волне, мы хотим заниматься одним делом, это все как бы сплочает, то есть мне действительно очень нравится вот этот командный дух. Шинах, собственно, это моя, наверное, единственная постоянная компания и мои самые, пожалуй, любимые на данный момент люди. Они замечательные, эти люди. Хотя? Что? Шинах для меня очень новое. Ну, это и интересное времяпрепровождение, скажем, это много друзей, хороших людей, вот, с которыми хочется проводить время. Вот. Ну и непосредственно сами танцы, которых, наверное, сейчас уже просто не представляю, как жить. Это наш коллектив, это девчонки, это, соответственно, мальчишки тоже. Я их так всех люблю, и, наверное, если я буду продолжать танцы, то только из-за них. Я говорю, у вас очень, вообще я считаю, что очень народ креативный. То какие-то стихи выкладывают, то какие-то рисунки постоянные, то там афиши, вот что мне понравилось еще тогда, то какие-то платья придумали, узоры придумали, какие-то фотографии сделали, задумали фильм снять, это здорово. И мы все делаем вместе, и это так и должно быть, мне кажется. Потому что мало быть только музыкантами, только танцором. Мне кажется, надо участвовать во всем, чтобы полностью в это погрузиться, чтобы зажигать других своим примером, чтобы люди поняли, как это должно быть, сами начинали делать что-то такое. Я много рассказывала про то, как я люблю новичков. Чем-то вроде акушера себя чувствуешь. Потому что помогаешь человеку родиться заново. Тренер говорит, мы молчим. Мы вообще должны молчать, да. Делать все, как скажет тренер, да. Отлично, лошадей. Поехали. 5, 6, 7 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2. Вот так им звоню каждый вечер, а они прыгают под меня, прыгают. Я танцую за деньги, за еду. Ну, как бы тренер мой танцует за деньги и за еду. За что танцуете вы? А мы танцуем, чтобы тренер получал деньги. Жалко нам ее, худая совсем, худеет постоянно, и феш худеет, и после феша, и перерывами. А это значит, что нам нужно тоже вдвойне работать, чтобы она получила деньги, и на деньги купила еду, и чтобы получила еду, и ела, и ела. И отдала нам паспорта. Гендерный фактор печалит во всех танцах без исключения, насколько я знаю. У нас в России, так воспитывают мальчиков, что им нужно заниматься футболом, спортом, хоккеем, боксом, но только не танцами, потому что танцы это для девочек в основном. Вот. Но я считаю, что неправильно это все. Мальчиков надо привлекать обязательно. У нас много красивых девочек, это тоже одно из средств привлечения мальчиков. Вот. Гендерный вопрос очень остро стоит в России, особенно в вопросе танцев. Нужно привлекать. Я не расстраиваюсь по этому поводу. Больше девушек состоится у меня. Я замужем, мне все равно, но остальным, наверное, это мало мальчиков, очень хочется больше. Русская эмансипация, классный. Но все-таки мужчины присутствуют. Да, они прорываются сквозь это жесткая эмансипация и все равно приходят танцевать. Они выживают в этих сложных условиях. Вот те, которые выжили, они прошли отбор. Потому что вы нас ненавидите. Слабенькие они, дохленькие. Они не выдерживают нагрузок. У нас самые крутые парни. Кто остался, манящие матцы. Это все процесс полярной феминизации локального общества. Да, кстати. Абсолютно, что они сказали, я не понял то, что они сказали.
но они заговорили, их слова упали мне прямо в сердце. Ну, это на самом деле интересно. Вот, опять же, люди все по-разному к ним относятся. То есть, как правило, человек, который приезжает на чемпионат, он либо полюбит это дело и подсядет на соревнования, либо, наверное, возненавидит, скажет, что вообще, что я там забыл. Вот. Ну, у меня, наверное, скорее все-таки первый вариант. То есть это, конечно, очень много нервов и сил тратится, вот, но в целом это интересно людей посмотреть и себя показать. Ну, то есть ты нацелена на участие в чемпионатах? Мне нравится соревновательный дух. Мне кажется, что если ты танцуешь на соревнованиях, ты должен делать это хорошо. Если ты приехал на соревнования, то нельзя говорить, что мы приехали просто посмотреть, мы уедем, если нам ничего не дадут, ну ладно, мы же приехали только посмотреть. Если ты едешь, ты должен ехать за первое место. Я считаю, что чемпионаты убивают дух танца, потому что они превращают искусство в спорт. А это совсем не одно и то же. И я, честно говоря, добровольно ни за что бы не поехала участвовать в чемпионате, если бы не тот природный азарт, который, наверное, привел меня вообще в ирландский танц, так же, как он приводит в любые другие авантюры в этой жизни. Но я знаю, что многие у нас относятся негативно к фэшн. И мне радостно от того, что до сих пор еще до нас не докатились соревнования по сетам и шамносу. И эти танцы, наверное, поэтому остаются до сих пор у нас живыми и социальными. Что многим нравятся эти ирландские сольные танцы не из-за того, что ими можно соревноваться, кто круче ножками дрыгает, а потому что это просто красиво. Это как балет. С этим можно выступать на сцене, можно для души, для себя танцевать на концертах. Если ноги позволяют, почему нет? Поехать с народом, пообщаться, развлечься, от всего надо получать удовольствие. Соревнования глупо бояться. Надо туда ездить, радоваться жизни, смотреть на людей. Честно говоря, мне очень печально, когда такое замечательное хобби, действительно, так, вообще весь этот драйв превращается в спорт. Да, я с удовольствием смотрю всякие видюшки с чемпионатов. Но вот именно просто смотрю, и никогда у меня нет мысли, что я так же хочу. Нет, на чемпионат точно никогда не хочу попасть. Я очень люблю показать себя. То есть я обожаю выступления, и, собственно, соревнования для меня это, особенно когда выигрываешь, это очень здорово, но и проигрываешь, это новый опыт. Но, собственно, я на соревнования хочу поехать, чтобы показать себя, показать, чего я могу добиться, чего я могу достичь в этой жизни. В общем, вот такая вот я. Это ужасно. Это убивает ирландскую культуру и вообще оно должно быть отдельно от ирландских танцев. Должны быть олимпийские специальные сборные по ирландским танцам, я считаю, как бы, соответственно, олимпийские деревни для подготовки ирландских танцоров, олимпийских игр по ирландским танцам. А вот все остальное, как бы, оно должно быть без чемпионата. Но вообще чемпионат, мне кажется, все равно правильная вещь, потому что в танцах, вот, если нет какой-нибудь цели, какого-нибудь стремления, вот, то, наверное, дальше никуда не пойдешь, не разовьешься. А чемпионаты, они, ну или фэши, они, мне кажется, стимулируют просто развитие. Без этого, наверное, было бы все немножко по-другому. Очень много адреналина, что тоже на самом деле плюс, потому что заставляет учить больше танцев, как-то подстегивает. Ты понимаешь, что тебе нужно еще дальше двигаться, что это еще не предел, а это здорово, потому что я люблю развитие. А танцы это и есть развитие, движение вперед и шаг назад. Есть большие соревнования, маленькие соревнования, там в пределах одного паба, есть побольше, в пределах, например, одного города, есть еще побольше, в пределах одной страны и так далее, до всей вселенной, собственно говоря, пока космические корабли всю эту культуру не понесут нашим братьям в космосе. А когда ты танцуешь на сцене и смотришь в зал, вот о чем ты думаешь? Я думаю, yeah, baby. I'm good. Мне нравится видеть вот эту Москву, что зажигает. Что меня зажигают танцы, а я зажигаю народ. Я ничего не чувствую. Ну, как бы, я чувствую, что вот оно началось, а потом я чувствую, что вот оно закончилось. А что происходит в процессе, я, честно говоря, не помню. Главное потом, когда ушел, пальцы пересчитать. Раз, два, три.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 3, 5, 5, 7, 7. 3, 5, 7, 7, 5. То есть есть такие Закодировали секретные. 7, 7. Я как понял. Мама! Трешечка. Раз, два, три. Шаг, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, типа того. Ну, ни о чем ты не думаешь. Прыгаешь и все. Это наглядный пример того, как у ирландского танцора ноги побеждают голову. Да. Но вообще я люблю выступать. Мне очень нравится, у меня без сцены начинается просто ломка. И когда я на сцене, если я чувствую отдачу от зала, если я вижу, что в зале люди принимают то, что мы делаем, но улыбаются, это просто эйфория. Хочется прыгать, хочется летать еще выше, чем обычно. Хочется вжаривать в пол стыковками еще громче, чем обычно. Хочется сделать так, чтобы все прониклись этим, чтобы весь зал затанцевал. В касательных выступлениях я стараюсь улыбаться и стараюсь сделать так, чтобы показать, что я действительно наслаждаюсь этим танцем. Зрители получают вот эту эмоциональную отдачу, и им становится хорошо. Даже если ты там забыл половину танца, но придумывал вторую вообще. Как у нас часто это случается. Когда я танцую, у меня все мысли вылетают, просто только живу этими движениями, эмоциями, переживаю все вот эти вот впечатления. Я достигаю, наверное, эйфории. Я ни о чем не думаю. У меня колотится сердце, и от этого я получаю кайф. От самих движений, от того, что нравится это людям другим, потому что это ощущается очень сильно, когда выступаешь. Сейчас налажаю, сейчас налажаю. Панику. Я ужасно боюсь, обычно лажаю и забываю самые-самые простые вещи, вместо веревочек делаю трешки, например. Вот. Ну и всякие такие. Но, с другой стороны, когда выступишь, уже стоишь и думаешь, В голове одно. Надо ноги перекрещивать, и надо улыбаться. Ни то, ни другое одновременно не получается. Да надо душой танцевать. У меня всегда говорят, надо танцевать душой. На сцене, что ли? Или на репетиции? На сцене так танцуешь, и никто не видит, что ты умер, лежишь такой. И всем кажется, что так и надо. Вот как вот только начинаешь танцевать, все, смерть тебя подстерегает на каждом углу. свернуть шею на трешке. Ну, может быть, только не слишком рано. Да, возможно, я хотела бы умереть танцуя, но с другой стороны хотелось бы домик на берегу моря, там с кошками, и умереть вместе с ними в мире, в спокойствии, да. С танцующими ирландскими котиками. Да. Я хочу танцуя шить. Согласно некоторым древним мифам, мир родился из танца. Танцы создали Вселенную, это все знают. Я думаю, что если мир кончится танцем, это будет достойно его свершения. Да. Потому что это пик вообще жизни. Я когда танцую, я чувствую, что я живу. Пожалуй, да. Потому что умереть хочется, когда ты уже счастлив, когда ты чувствуешь, что ты чего-то достиг. Говорят же, пристрелите меня, пока я счастлив. Да, хочется вот зафиксировать этот момент. На поле брани, например, или на танцполе, это без разницы. Как многие герои древности почитали за честь умереть в бою, вот так же я почту за честь умереть в танцевальном батле. На фэшн. Там я и найду свой конец. Перебор. Я боюсь, что этим все и закончится. Я хочу умереть в окружении учеников и близких людей. Вот, да. Но не танцуй, нет. Планов много. Русские люди трудолюбивые, поэтому, мне кажется, спортивное направление, такое с чемпионатами, соревновательным моментом, оно получит хорошее развитие. Сольные танцы превратятся в совсем уж соревновательные танцы. Когда-нибудь у нас подрастет поколение детей, которые
смогут танцевать на мировом уровне. У нас будет новое поколение своих преподавателей, когда-нибудь будет свое поколение судей. Когда-нибудь я, если у меня вдруг случайно по всех будут дети, а может быть даже еще и внуки, я обязательно буду учить их этим танцам, буду учить там всех своих друзей. Да я, собственно говоря, думаю, что все они как бы все равно останутся и тоже так будем мы до пенсии все вместе собираться. Вот. Я думаю, что мы будем писать те же самые мазурки, те же самые скотиши, вот все, что нам нравится. Я стараюсь не думать о будущем. Вот когда речь идет о Шинахе, я живу настоящим. Шинах же создан для того, чтобы чувствовать. Нельзя чувствовать будущее. Можно не только думать. А зачем думать о танцах? Танцы надо танцевать здесь и сейчас. И Шинах это здесь и сейчас. Пробовать заниматься ирландскими танцами – это серьезный шаг. Поэтому нужно предупредить всех, кто еще не попробовал, кто еще собирается. Никаких ирландских танцев. Нет. Подумайте об этом. Решите, нужно ли вам это. Потому что как только вы начнете, вы не сможете это бросить. Правда, сложная экономическая и политическая ситуация в Ирландии не дает нам права судить о них как о полноценных участников Евросоюза. Но это не мешает нам танцевать ирландские танцы. Нисколечко. Ирландские танцы – это та часть нашей жизни, которая может изменить ее полностью. Наше мироощущение, наше мировоззрение, наш образ жизни, наши цели, какие-то стремления, изменить что-то в нас. И, наверное, человек, который начнет заниматься ирландскими танцами, он, в принципе, имеет больше в жизни перспектив и возможностей добиться, прежде всего, гармонии внутри. Что просто люди, ничего не бойтесь и смело танцуйте. Потому что, допустим, в своей группе я смотрю, что некоторые там: ой, у меня не получилось, ой, все, если у меня сейчас не получилось, то у меня не получится никогда, я никогда не смогу танцевать танцы. Вот это все ерунда на самом деле, потому что при определенной доле устойчивости, я думаю, что все получится. Да, что было желание. Идите и занимайтесь, это нужно попробовать. Если вы смотрите это на сцене, вы, конечно, может быть, и чувствуете что-то там внутри себя, но действительно нужно попробовать. Вы придете на ирландские танцы, и вам сразу захочется этим заниматься после первого же занятия. Так у нас многие оставались, собственно. Они приходили, занимались, и снова приходили, и снова занимались, и так далее. Им все это очень нравится, и мне это все очень нравится. Должно понравиться. Потому что люди у нас золотые, и просто энергетикой вас своей заманит. Люди, которые собираются заняться ирландскими танцами, уже спасены, они уже молодцы. Потому что они знают, чем они хотят заняться. Это круто, это огромный мир, это просто... Это огромный мир внутри человека, внутри каждого человека, он свой. Это огромный мир снаружи. И это очень круто. Ирландские танцы.